сегодня в гостях из Пермского края Александр Николаевич. Он мой старый друг, а старый друг лучше 10 новых. Приехал специально изучать и внедрить у себя в регионе ульетерапию, аэротерапию. Александр Николаевич, вот ульетерапию новую мы сделали. Очень интересно, как вот лечение, как развитие сельского туризма, да? Да. Для лечения, потому что к нам вот приезжают туристы за медом, а многие хотят вот здоровья. Вот. И расскажите вот по ваши апидомики, так мы назовем, да, как они выглядят, как состоят, для чего они нужны. Ну вот, этот апидомик внедрили мы в 2014 году. 4 улья с этой стороны, 4 улья с другой стороны. Ульи вот так, Александр Николаевич, присмотрим, они Выдвигаются вперед, отодвигаются вот так, отодвигаются, и можно осматривать тут. То есть внутри дымить мы не будем. Это хорошее преимущество. Это хорошее преимущество. Обратно вставляется. Правительство Пермской области выделяет на пчеловодство огромное внимание. Вот грант вы получили. На какие цели, какую сумму? Не можете в 3 словах сказать? Не, ну я грант уже получил уже более 5 лет назад. Это на развитие пчеловодства. У нас ежегодно 2 человека пчеловодов в среднем получаются гранты. Есть начинающие пчеловоды, есть семейные. Я получал как семейное фермерство, ИП, КФХ, крестьянское фермерское хозяйство. Суммы там сейчас уже достаточно большие, уже за 5 лет. Можно взять и уже как крестьянских там и 10, и 15 миллионов рублей общий грант. Либо федеральные, либо краевые средства. Для развития, кто хочет серьезно и по-честному заняться, то это большая помощь. Александр Николаевич, я рад, что вы получили государственную поддержку такую и внедряйте у себя. Эти апидомики внедрили в Оренбургской области, в Самарской области, Нижегородской области, Пензенской области, теперь вывод Пермь и Новосибирск еще буквально вчера позвонили, с Новосибирска тоже хотят внедрить. Очень интересный проект, потому что у нас мы развиваем так называемый сельский туризм. Ко мне приезжают туристы, смотрят все дело, и как апотерапия, это один из видов, как говорится, еще дополнительного дохода на пасеку. Внутри 4 улья с этой стороны, вот на теплый замок, 20-рамочные. Этот апидомик как термос он, внутренняя обшивка, пеноплекс, 50-миллиметровый, 5-сантиметровый, и потолок, он как термос, в общем, летом не перегревается и зимой не перехлаждается. Мне приятно, что вы приехали именно изучать вот этот апидомик и внедрять у себя в Пермском крае. Хорошо, спасибо. Очень интересный проект, интересное решение. Осмотр наружный достаточно утепленный делали. Объем вполне достаточно на 8 пчелосемей. Сразу может по 2 человека. У вас здесь какой-то положок есть, я понимаю, да? Вы ложите положок или утеплитель или что-то? И сверху утеплитель наполовину и половину хвостик отгибаем. А здесь получается диафрагма, да? Да, Здесь диафрагма, как карман. Да, диафрагму получается и отгибаем хвостик. Ну, чтобы воздух отсюда вот так выходил. Через да? эти дырочки, чтобы воздух Все, выходил. я понял. То есть у вас вот так растительно теплый занос, здесь диафрагма стоится, Да. здесь немножко закрыто, холстик так завернут. Если что, можете вырасти дальше, правильно? Да. Можно даже утеплитель не брать, допустим, летом, и оставить без утеплителя, потому что воздух Конечно, будет. можно. Это еще будет эффективнее. Вот еще будет лучше. Очень Еще интересное лучше. как бы решение. Ну, в принципе, с какого года вы это разработки ваши? Это мы внедрили у себя в Чувашской Республике в 2014 году. В 2014 году. 7 лет это тому назад. Уже 7 лет это разработки, работающий проект. Очень аккуратно, мне понравилось. Вот, тоже, может быть, что-то со своими изменениями, может быть, что-то, ну как, можно за прототип, можно брать вот этот вариант. Да.